9-й бой сегодняшней трансляции. И в синий угол ринга приглашается Ибрахим Сафаров. Ибрахим Сафаров, город Челябинск. Его соперник в красном углу Максим Кузнецов. Еще один спортсмен из Челябинска. Слушаем мои указания. По затылку не работаем, по спине не работаем, коленями в голову не работаем, шею не скручиваем. Пожали руки по углам. Ну, сразу активно бойцы начали, без разведки. Ибрагим перевел в партер. Максим вот снизу закинул гильотину тоже. И Ого-го. пытается слэмить. То есть стукает Надо было его, повыше поднять, если бы это было возможно, да? Ну да. Оба спортсмена уже участвовали в основных боях. Каждый одержал по одной победе, ни единого проигрыша. То есть в этом смысле они на равных. Оба весят по 61 килограмму. Сейчас, Разница мне кажется, Ибрагим в росте да, всего в 3 сантиметра. достал шею. Еще раз закидывает Максим гильотину. Не затягивает он ее. Сколько сил, я полагаю, ушло Ох, у сейчас. Ибрахима сейчас вот на эти, сколько там, 30-40 Никак неплохо секунд. увернулся Максим Да. от удара сверху. Ну, я думаю, сейчас... Опять смело можно сказать, что бойцы заряженные. Да. Вот другого слова не подберешь. Причем пока по взгляду, мне кажется, чуточку больше настроен на победу, настрой именно на победу у Максима. Ну, у меня складывается такое ощущение. Хотя Ибрахим уж точно не собирается сдаваться. Я думаю, в основном карде я не знаю того человека, который захотел бы здесь сдаться. Я вот сейчас пытаюсь вспомнить. Мне кажется, именно Максим рассказывал, что он однажды в каких-то соревнованиях участвовал с поврежденной рукой. Вышел в третий раунд с чуть ли не с поломанной рукой или с вывихнутой. Ну, вот кто-то точно рассказывал, но не Да-да-да. помню, Максим или нет. Это к вопросу о том, что никто не собирается сдаваться. Так как вот у нас Максим теперь сверху и в стойку пытается. Это- Вывел все. Ах, Опять. Встали, блин. Это была борьба не силы, это воли была борьба, И да? опять Ибрагим перевод сделал. Не смог реализовать. Я так понимаю, Максим поднимал в стойку его, чтобы реализовать свое преимущество в стойке. И Ибрагим очень грамотно в данном случае опять перевел все в партер. Ну, вот сейчас бы подвернуться Максиму, и можно было армкрэш сделать на руку. Нет. Армкрэш — это полностью вытянуть руку. Да, и надавить на нее. Я думаю, Ибрагим бы этого не хотел. Ну, Мне у так него кажется. рука как раз под ним лежала под этот прием. Но опять наши решения очень сильно отличаются от ситуации, которая Конечно. на мы- ринге мы-то происходит. видим все со стороны. Да, у меня у одного из моих друзей в зале по карате висит очень хорошее объявление. Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Ну, у нас в это время раунд закончился. Очень приятно наблюдать за такими боями. Ну, в данном случае Максим очень неплохо себя ведет, но в смысле технического плана. Но я думаю, что по баллам ведет сейчас Ибрагим 2 перевода. Размен. Я сейчас заглянул в комментарии ВКонтакте, и мне кажется... Нет, тут никто не перевешивает. Тут из-за Ибрахима, из-за Макса равное, вот вроде как равное количество высказываний. Ребят, пишите что-то еще более осмысленное. Не только «Вяжи его, Макс», но и что-нибудь более... Ну как, более осмысленное, да. Потому что Не, почему? Макс Да, не нам- прочитает. Макс не прочитает этого. А вот когда потом будет перечитывать, в какой ситуации надо было вязать? Ну, в данном случае в любой ситуации, когда Ибрагим сверху. Но с другой стороны, как бы то ни было,
у зрителя нет возможности, находясь в зале, какой покричать. оверхенд. О, это апперкот отличный. Ну, понятно, почему Максим пытается перевести все время в стойку. Да очень. Предупреждение по... Предупреждение, да. Опять Ибрахиму. попытка оверхенда. Но в данном случае не подготовил он его, в отличие от предыдущего действия. Я Там все-таки он- вернусь к тому, с чего начал. Нет возможности находиться в зале и покричать, передавая вот эту самую заряженную энергию положительную тому, за кого болеешь. Я думаю, что комментарии, они, ну, хоть немножечко в этом смысле помогают. Ну, у нас Максим теперь за спину запустил. Ибрагима, я думаю, очень серьезная ошибка. Он опять поднялся. Отлично. Ибрахим изо всех сил навязывает ему. Но Он нет. сразу ныряет. Ибрагим очень хорошо от защиты работает по переводам в партер. Максим опять пытается накинуть гильотину, но не очень хорошо закрывает ее. Третий раз уже. О, ну. Колено на живот пытается Ибрагим поставить, сбить дыхание. Спортсмены И выйти предыдущих в позицию. боев вокруг кричат: «Бей, души!» Каким советом надо пользоваться? По ситуации. Всегда по ситуации. О, Максим. Все, Максим устал, начал пропускать удары. А кто бы не устал в такой ситуации-то? Ну, он Ой-ой-ой-ой-ой. И здесь не защитить голову никак. в данном случае очень грамотно действует. Пытается дойти до остановки боя. Не дает ему это Ибрагим делать. Переворачивает его. На север-юг ушел позицию. Кстати, никогда не понимал, почему называется позиция удержания. Хотя любая позиция — это позиция для атаки. Я понимаю, что для профессионала, наверное, то, как Максим завел колено, ну, завел и завел. Мне кажется, это сейчас какой-то подвиг был просто. Да, он пытался восстановить гард, чтобы зажать его по максимуму. Но видно, что у Максим треугольник руками, Ибрагим закрывает. И вот это Душит его. спасительный гонг. В данном случае, да, абсолютно верно. Но Максим, смотри, достаточно бодро поднимается. Посмотри на это. Легко сориентировался, пошел к своим. Хотя явно он находится уже в тяжелом положении. Что предпримет? Можно ли что-то сейчас предпринять? Ну, я думаю, глобально ничего. Очень сильно устали. Оба Но спортсмена устали однозначно. Ибрагим более так выигрышно выглядит в данный момент. Максим еще в партере напропускал. Я бы предположил, что Максиму нужно всеми силами оставаться на ногах. Да, все верно. И У него оттуда сверху без вариантов. что-то Он- творить. Потому что так как он закрывает гильотину, это безуспешно на Ибрагиме. Может, на ком-то и пройдет, но Ибрагим не дает ему этого делать. Постоянно активно защищается. Между тем, у Максима Кузнецова второй разряд. Он финалист области. Тогда как его соперник пока еще без разрядов и достижений. У обоих уже руки ниже плеч. Устали, конечно, устали. Вот, удар с разворотом навстречу сделал Максим. Но и мне кажется, сразу он же не попал. пропустил. Я не Он успел не увидеть, попал если и честно. пропустил сразу в голову. Аж через две руки. Я думаю, он его просто взял и держит сейчас, чтобы Отдохнуть? подняли. Нет, нет, отдохнуть ему Чтоб не подняли. удастся точно. Чтобы подняли при отсутствии активных действий. Ибрахим, несмотря ни на что, продолжает бить. Ну вот, все верно. Опять под удар нырнул Ибрагим, и попытка прохода в ноги сейчас закончится тем, что Максим окажется, по-моему, у нас за рингом.
Мне кажется, подобный бой достоин был бы и 11 апреля быть представлен на суд зрителей, да? Да, неплохо. Ну, просто даже вот при том малом количестве людей, что находится вокруг ринга, эмоции кипят. Что Вообще. было бы при большом зале, при полной посадке. Ну, равнодушных практически не осталось. Ну почему? Если посмотреть на организаторов, тем, кто следит за камерами, за светом, им приходится сохранять просто-таки Невозмутимость. титаническое спокойствие. Невозмутимость полнейшая. Максим опять у нас держит его, Ибрагима, за шею. Я бы предположил, что цель Максима уже просто Не дать Просто- в партере, да, работать. просто дойти до конца. Нет, я думаю, он достаточно хорошо. Опять Ай-яй-яй-яй-яй. одни и те же ошибки, И прямо устал сразу. сильно. Да. Опять. Ну, это усталость сказывается. Третий раз на те же грабли. Кажется, ну вот уже вот... Возьми сначала пугани, а потом лови внизу, он же прыгнет туда. Но Всё, и теперь у нас насколько легко Ибрагим нам тут, да? сел в партер. И сейчас, если он вытащит голову, Так. Максим перевернул. Еще раз Ах. перевернулись они. В хавгарде у нас Ибрагим. Не хватает ему для размаха. Сейчас еще рука запуталась в ринге. Вот. Это, конечно... Ибрагим, видно, тоже устал. Придавил Максима. 10 секунд осталось. Оп. Он Всё, снизу это- умудряется бить. Молодец. Достоин уважения, Максим. Очень круто. Очень круто. И даже именно Максим помог подняться Да, Ибрахиму. В данном случае, конечно, вот под конец уже все очень-очень ожидаемо. Я имею в виду тот результат, который был озвучен. Однако... Ух! Вот у меня нет слов.